Привет, друзья! Ну что, идем работать в дальнобой. Едем устраиваться в город Москву, в транспортную компанию «Орда». Очень много я пересмотрел транспортных компаний перед тем, как выбрать ее. Звонил, созванивался, разговаривал. Как бы для заработка у них более-менее зарплата адекватная. Ну, надо работать, будем работать. Конечно, деньги бесплатно не достаются. С предыдущей работой все я решил, все урегулировал, все моменты, все вопросы, уволился. Теперь едем в Москву. Завтра нас будут ждать в Томилино в 9 часов. Вот сейчас выехали, не торопясь поедем. Ехать нам 980 километров от Волгограда. Сам я из Волгограда. Очень много бумажной волокиты мне для подготовки к дальнобою понадобилось, конечно. У кого не спрашивал, никто ничего не знает. Кому-то кто-то что-то либо делал документы, либо, короче, сам. Мало кто проходит, я так понимаю. Поэтому пришлось все самому, все с нуля. Медицинские справки, вот эти все делать. Вот так вот у нас в Волгограде. Сегодня у нас 13 ноября. На улице 20 градусов тепла. Правда, ветерок как бы. Но отлично, погода радует. По поводу справочек. Я думал, нужна водительская справка, ну, как в ГАИ. Все прошел, все сделал. Все отлично, на все категории, все открыл. Но не тут-то и было, оказывается. Когда я созвонился с транспортными компаниями после того, как уволился с предыдущей работы, оказывается, нужна другая медицинская справка, типа медосмотра предварительного какого-то. Оказывается, транспортная компания дает направление на медосвидетельствование и на психиатрическое свидетельство, что вы можете работать водителем-экспедитором. Ну, как бы тут трудностей мне тоже не составило. Я все это до этого все проходил, все знаю, где проходится. Психиатрическое свидетельствование делалось в областной больнице психиатрической. Проходил, да, ездил, так как знал, где это проходится и как. Потому что проходил на предыдущей работе там же, на спасателях. Ну, медицинская, как бы, все понятно. Пошел в платную больницу, чтобы было все по-быстрому. И быстренько все пробежал. Как бы все за один день мне сделали справочку. Также сделал себе личную медицинскую книжку, так как не знаю, на какой автомобиль посадят. Сейчас хочу, ну, как бы была сделана заявочка, чтобы посадили на экспресс, так как опыта именно в дальнобое какие-то нюансы свои имеются. Это понятно в каждой работе. На грузовых машинах как бы ездил, тут, ну, как бы проблем не должно быть, а вот именно по сопроводительным документам и, ну, какие-то свои нюансы все равно есть, вы понимаете. Поэтому как бы будет второй водитель, который уже ездил, покажет, расскажет. Как бы все понимаю, быстро все схватываю,
проблем как бы не должно быть никаких. Я так думаю, что все будет отлично у нас. Так, что еще? Карточки водителя у меня есть и европейская, и российская. Как бы делал на предыдущей работе. Как бы не очень нам понадобились, но как бы все есть. Загранпаспорт. Все. И личная медицинская книжка, так как нужно, может быть, на рефрижератор. Если будет машина с рефом, то для перевозки продуктов питания нужна личная книжка. С минимумом, я так понимаю. Все прошел. Все получил. Книжечка есть. Так что вот так вот будем работать и в дальнобое. Мне автомобили очень нравятся. Я занимаюсь с ними с детства. Не знаю, я ездить начал, наверное, в 8 лет. Точно даже не помню. Ну, сам лет в 11-12 точно уже начал ездить. Потому что там еще из-за руля, блин, плохо было видно. Но как бы пытался, пробовал уже. Так что вот так будем. Грузовики мне вообще нравятся. Хотел себе вообще прикупить свой грузовичок, но хочу попробовать на фирме. Так что вот выбрал транспортную компанию Орду. Блин, вообще там классно общаются с людьми. По крайней мере, по телефону, по крайней мере, отлично все. Позвонил, узнал, все, скинули мне информацию, какую нужна. Я им все предоставил, ну, по поводу для предварительной проверочки. Все, меня одобрили буквально через 2 дня. Мне перезвонили, сказали, у вас все отлично, вы нам нужны. Узнали, в какую колонну хотел бы в Краснодар, конечно, сначала, но мне, в принципе, что в Краснодар, что в Москву по километражу одно и то же. Мне как бы разницы нет, в какой колонне работать. Поговорил с колонном из Краснодара. Тоже нормально, адекватные люди. Все объяснили, рассказали, какие автомобили у них, какие прицепы у них на данный момент имеются. Сказали, что вам лучше будет с вашим набором документов, и выбор будет побольше в колонии в Москве. В Москву. Приезжайте, как сделайте медкомиссию, пройдете, мы вас ждем. Дали мне направление. Я буквально на следующий день пошел, все прошел. Я только что хотел, как сам набрать. И мне самому набрали и говорили, ну что, как вы там прошли, как бы все за вас переживают, проходите, не проходите, интересуются вами, значит, нуждаются. Это уже проводит интерес к работе, что вы нужны кому-то, а не так просто пнули вас, и вы никому не нужны. Садитесь, езжайте, и пусть что будет с вами. Учитесь сами, как говорится. Так что вот так вот. Думаю, часа в 3 мы ночи должны приехать в Томилино. Поспим в машине немного, потом оформим пропуск, чтобы заехать. Не успел отъехать от Волгограда. Уже авария. Надеюсь, пострадавших. Друзья, ну все, мы работаем в ТК Орда. Утром мы созвонились с колонном.
встретились. Нас отправили на сдачу вождения, на ознакомление с автомобилями. Все мы сдали. Все отлично получилось. Никаких вопросов не было. Потом нас направили на трудоустройство в отдел кадров. Там тоже все документы были подготовлены. Все сдали. Договор подписали. Трудоустройство. Теперь ожидаем автомобиль. Сегодня должен прибыть. И будем менять водителя. Остаток дня мы отдыхаем. Ждем автомобиль, когда приедет на смену экипажа. Должен прибыть завтра. Будем ждать.